с неистовой силою и стихами, стихотворениями обниму тебя нежную, милую. Виктор Шацкий родился в Ижевске, образование высшее, закончил Удмуртский государственный университет. В свободное время занимается музыкой. Никогда не курил, допускает 5 грамм мартини по праздникам. Живет в собственном коттедже за городом. Певец, композитор, аранжировщик. Автор гимна городу Ижевску. Итак, по жизни так сложилось, что Виктор Александрович Шацкий всегда был в топ-рейтингах как руководитель. Это было так. Мы со своим цехом с автозавода проходили от завода управления Ижмаш по взъему на улицу Горького. И с угла, как бы чуть выше, посередине, такое публичное место, стоял моложавый, холеный, весь респектабельный из себя молодой человек. Шикарное пальто, бобровый воротник, шапка пирожком, лайковые перчатки. И мы с автозавода: «Шацкий! Ура, ура!» Витя благосклонно нам помахивал рукой. А мы кричали: «Слава КПСС! Слава Ижмашу! Шацкому ура!» Витя: «Давайте, давайте, давайте, дальше, подальше». И мы так уходили. Эх, загулял, загулял, загулял малечонка, да парень молодой, молодой в красной рубашоночке, хорошенькой такой. Но я же этого не знал. Да, Саша, все было гораздо проще. Я дружил с домом МОД. И все коллекции, которые там были, я у них просто покупал. И вот это... Покупал? Да. Вот, не дарили? Нет. Вот это пальто, которое ты видел, я помню прекрасно с таким вот. Шикарно. Да, оно было в талию пошито. Да. Воротничок. Да. Вот это я им как раз все приобрел и вышел на демонстрацию в вот это пальто. Это было первый раз, я помню. Ну и последующий раз. И это было единственное? Единственное. И я запомнил на всю жизнь. И я также запомнил на всю жизнь. Так, Витя, для меня это был такой эталон, что все, что я впоследствии заказывал, я как бы не мог выглядеть хуже. И, естественно, я точно так же хотел быть как Шацкий. Правда, я не с той фамилией и не музицирую, но тем не менее. Ну, итак. Да, я могу, мой друг, так сказать. Я как магнит, конечно, притягивал к себе хороших людей. Вот просто притягивал. И вот с Александром мы же не случайно познакомились. Потому что впервые я услышал и увидел, было объявление во всех газетах наших, что Александр, ты же работал на фирме, как-то называлась эта фирма, объявил конкурс на стихи городу Ижевска, песни, стихи, выступления, но все должно было посвящаться городу Ижевску. Это было так. В 1994 году, кстати, я тоже вошел в историю Ижевска как депутат первой городской думы. И вот когда мы приходили на думу, ну там были одиозные, знаменитые личности, будущие олигархи. И как бы получалось так, что кто мы такие? Эмблемы нет, герба нет, Ижевск, кузница оружейников. И я предложил, а давайте мы создадим, объявим конкурс, и чтобы народ сам присылал какие-то свои работы, герб города Ижевска, гимн обязательно города Ижевска, самого популярного исполнителя, песню, и так далее по списку.
Ну, нашлись более продвинутые политики, слезали мою идею сразу же, дальше меня терли подальше. Я до сих пор не могу понять, почему у города Ижевска рябина в самом низу. Но мне так умные люди сказали. Удмуртов называли рябинники, потому что много рябины и собирали рябину. Но много и черемухи, и рябина не только для Удмуртии. Я пытался возразить, меня не слушали. Рябина вошла в ижевскую эмблему, и как бы для меня большой вопрос. Но я самое главное сделал. Нашел Шацкого и уведомил его принять участие в этом конкурсе. Да. И Виктор благосклонно согласился. Результатом нашего союза это получился гимн. Да, но только... Вы его можете услышать на перроне в свое время, сейчас может быть. Вокзала Ижевского, на торжественных мероприятиях. Ну, мой друг, прошло-то 28 лет. 5 лет он звучал на вокзале. Вот, когда там Шамиль... Да. Потому что поезда приходили, уходили. Была такая система, я не знаю. Наш друг Утешев Шамиль был директором вокзала. Тоже депутат Думы, который пропагандировал творчество Шацкого. А я ездил отдыхать, приезжаю на поезде, открывается дверь, и я сам себе пою. И сказал: дорогая, жизнь удалась. Потому что я пел: бьют куранты на башне Ижмаша. И дальше гениально. Дорогой наш, любимый Ижевск, город славы и гордость нашей. В таком плане. Мы сидим рядом со знаменитостью. И представляете, до сих пор нет песни об Ижевске. Их много, их очень много. Но почему-то эта песня, ижевчане, давайте все вместе делать все, чтобы краше он был. Гениальные стихи Владимира Яковлевича Тептина. Мы с ними и сейчас работаем, и сейчас выпускаем очень много песен. Мы более 300 песен посвятили Ижевску, Удмуртии и нашим людям. И заводам, предприятиям, фабрикам мы написали 23 гимна, посвященным всем предприятиям города Ижевска. Я помню, и даже спецгаз, автотранс на просторах... И бьет поворотом Тумаев. Это было стадия «Зенит», я хорошо помню, говорю: дайте мне мяч, зачем? И в конце, когда я буду уже заканчивать песню, я пну по этому мячу, и публика поймает этот мяч. Так и было. Было весело, интересно и шикарно. Хотел бы обратиться к сегодняшним властям города. Но надо же, конечно, популяризировать и творчество, и чувство патриотизма воспитывать у жителей. То есть надо говорить об этом. Но сейчас все уткнулись в интернет, в сети, и как-то вот пробегает мимо ушей, глаз, внимание такое не концентрируется. И реально, вот сейчас спроси у зрителя: вы сумеете напеть, вспомнить гимн Ижевска? Вряд ли кто. Но мне приятно, каждый год Арсенал выступает там, где лыжи Кулаковой, всегда звучит моя песня. Фабадам, фабадам, фабадам. Арсенал в устах Виктора — это группа, это государственный духовой оркестр Удмуртской государственной филармонии. Единственный в своем роде в Российской Федерации. То есть под эту мелодию я неоднократно видел, как танцуют школьники в школах, как на площади, особенно в день города, она звучит. А мэр города приглашал? Нет. На аудиенции какие-то? Нет, меня никуда не приглашали. Но песня Калашникова написана мною. Ведь недавно фильм был. А напой о Калашникове. Калашников, Калашников, часы на башне бьют. Калашников, Калашников, звенит Ижевский пруд. Калашников, Калашников, часы на башне бьют. Калашников, Калашников, звенит Ижевский пруд. Михайло Тимофеевич, пусть не смолкает звон, за лучший в мире автомат нижайший вам поклон. Гениально.
Реально гениально. Ну, я же говорил... Так что к чиновникам обращаемся. Шацкого-то уж не забывайте. Ну, я же вам говорю, что я всегда... Где-то я есть, но тем не менее очень скромно. Но тем не менее мне задают вопрос. Шацкий-то где? Куда пропал? Я здесь, я с вами. Я очень много пишу, делаю. Вот это вот диски, которые здесь лежат. Так, о дисках давай. Давай. Это что? Это часть моих компакт-дисков, которые здесь находятся. Но это эксклюзивное. Вот этот диск, который я держу, это когда у Саши был юбилей, я ему тоже подарил. Это 12 песен на Христе. Такой же диск имел господин Градский. То есть он был очень удивлен, когда получил его и спрашивал, как так, почему это вот так сделано, почему здесь лежит пластинка. Я говорю, это вся моя разработка. В 1996 году ко мне в гости пришел Виктор Шацкий и подарил вот в такой уникальной шкатулке красного дерева, видите, какая шикарная вещь, освященный диск. Он исключительно на православные темы. Здесь вот перечень, автор, воскресение Христово название, благослови душа моя Господа, ищите Бога, ищите слезно, покаяние, спешу Господь прийти на собрании, ну и так далее. То есть получается, что это уникальный достаточный диск, да? Да, Саша, как это все получилось? Просто ко мне пришел мой приятель, сейчас он живет в Питере, это Саша Гущин, его знают тоже, и ты знаешь. И принес большую, вот такую папку принес, вот такую огромную стихов. Это либо народные, либо какие-то сказания и так далее. Сказал, только ты можешь написать песни, ну, вот на эту тему. Ну, я говорю, я пишу, в общем-то, о любви, о городе и так далее. Это очень сложная тема. Многие композиторы, многие, как бы сказать, музыканты отказываются от этой темы. Прошло 3 года это все лежало у меня. Потом я записал одну песню, вторую, третью, просто раскладывал все эти стихи, смотрел вот это, и получилось 5 песен. А потом я уже пришел на студию профессиональную, где я еще закончил еще песен, где-то как раз 6-7, и получилось 12 апостолов, 12 песен. Но момент какой был интересный, когда я все это закончил и сделал, память компьютерная вся исчезла. То есть все песни были стерты. Это... Такой нонсенс бывает один раз, ну как в 1000 лет. Тот человек, который был оператором, сказал, такого в жизни никогда не было. То есть тема-то очень высокая. И так и сходу, ничего подобного. И пришлось, я сказал, я буду снова переписывать, и еще потратил на это 6 часов. Уже руки в кровь были. И многие произведения были написаны уже по-другому. Ну, вот что. Ну это шедевральный диск, и как бы... Слушателям желательно, где можно услышать? Ну, он как бы вот церковь очень интересуется этой темой, и много как бы я отдавал церквям, дарил, и вот эти как бы они распространены среди своих. Ну тогда сильно поддерживал владыка Николай. Да. Ну и сейчас... Хорошие отношения? Очень хорошие с Викторианой. А сможешь напеть одну из песен или куплет песни? Ну, они как бы балладные такие, своеобразные, ну, просто как бы... Неважно. Да, как бы высказывание просто. Слышу, как ручей хрустальный, что журчит в травинках снова, славит песнею хрустальной воскресение Христово. Это для очищения души, чтобы вы понимали. Да. Ну, с этим диском очень многое происходило хорошего. И ко мне пришла молодая пара, супружеская, они где-то отдыхали за границей, что-то случилось с ребенком, вот это она мне рассказывали, ставили мой диск, и, в общем-то, как бы этот ребенок поправился. Ну, уникальное звучание. Я ставил эти песни для релакса, когда мне было грустно, когда работа в доску изматывала, я приходил, ставил диск и... Но здесь разные диски, конечно. Ну, например, тоже горжусь этим диском, который вот посвящен нашему ГАИ. Мной написана песня, посвященная ГАИ. И когда меня останавливают, ну, мало ли, всякое бывает, я всегда отдаю честь и говорю, автор и композитор Виктор Шацкий, песня посвящается ГАИ.
больше так не делать, не нарушать. И я дарил диск. Сейчас помнит еще? Да как же, конечно, конечно. Понятно. А это что? Ну, это как сборники. Здесь и Бальмонт, я писал на немецкую классику, писал на Вертинского, вот такие как бы сборники все они есть. И, в общем-то, но они коллекционные, конечно, вот все люди задают вопрос, где услышать, продаются ли они вообще и так далее. Но я думаю так, что все равно мы у Александра соберемся здесь, будет мой небольшой сольный концерт, и я постараюсь вот это все восполнить, принести, и что-то можно будет как бы приобрести в подарок, ну и так далее. Вот. Но я говорю о том, что я творческий человек, и мое, как бы сказать, кредо, и я создан Богом для того, чтобы творить, понимаете? Каждый день, у меня же своя студия, я занимаюсь, я выпускаю, потом это все воплощается в пластинки, ну, в диски, флешки, снимается видео. То есть я не стою на месте, я работаю. Вот, например, сейчас я работаю над Есениным. Как бы называю альбом «Незабытый Есенин». Но те произведения, которые редко кто знает и редко их кто слушает. Потому что их нет. Ну, «Выткался над озером», это все знают, это все известные песни, и, там, и так далее, и так далее. Но, а есть те, которые гениальные стихи. Гениальная песня. «Какая ночь, я не могу, не спится мне такая лунность». Есенин. Кто знает, что эту песню написал? Ой, стихи написал Есенин. Но написал это Виктор, ну, мой друг, хороший пианист, Кацнельсон. Ну, немножко моя аранжировка и так далее. Но, тем не менее, вот, меня интересует такая тема. Лирика Вагантов, вот это вот произведение, которое 400 лет назад написано. Гениальные стихи, потрясающие, вот так музыка под все это. То есть вот я как бы так... Очарована, околдована, словно звездного неба сошедшая. Ты песнь моя обручальная, и звезда ты моя сумасшедшая. Но это все высший пилотаж. Ну, это камерная музыка. Ну, музыка для души. Музыка для души. А вопрос по существу. Давай. Какой рингтон на телефоне? Собьем немножко дыхалку Виктора. Какой рингтон? Битлз? Ну, нет, не только как бы, почему. Битлз это... О-ля-ля, Слейд. Ну, это тоже хорошо, но это как бы фундамент, основа. Все равно как бы я большое значение. Ведь меня, по сути, как певца, все-таки открыл Градский Александр. Ведь вот как получилось. Как произошла встреча? Да, вот как произошло. Значит, в университете, на 2-м курсе, переходя на 3-й и так далее, кстати, я всегда получал по 40 рублей стипендию. То есть это говорит о том, что я не только музыка, но я хорошо относился к знаниям, учил, не подводил учителей. И, как Саша говорит, сегодня пришел наша знаменитость. Что вы сегодня будете нам рассказывать? Вот так вот я приходил сдавать экзамен. Но не подводил ни себя, ни их. То есть получилось так, что мы же очень много ездили по Союзу, студенты, потому что проходил миллион всевозможных фестивалей, посвященных миру. И Саша это прекрасно тоже знает. И вот я ездил в Академгородок, и там занял диплом 1-й степени, и приехал сюда, и так далее, и так далее, и так далее. Но потолок-то потолком, но никто не мог оценить мой дар. Правильно я пою, как я пою. И я пошел к Градскому, все, к Александру. Он сюда приехал на гастроли, пришел в Ледовый дворец, познакомился с ним, и потом он меня пригласил к себе в гостиницу. Вот как сейчас я помню. Я был на этом концерте, концерт состоялся в Ледовом дворце, и был на этом концерте Владимир Высоцкий. Ну вот, да. Владимир Высоцкий, они выступали в паре, и я думал, как они так уживаются друг с другом, вот совершенно разное творчество. И что сказал Градский? Градский пригласил себя в номер, я пришел к нему, как сейчас помню, волосы. Что значит пришел номер? Тук-тук. Да, постучался, все. Он говорит, просто решил, да, и пришел. Все.
Но он же пригласил меня, когда на концерте был. Я говорю, я вот хочу... Нет, подожди, об этом не говорил. Что значит? Я говорил, я пришел на его концерт, Так. зашел за кулисы, пришел к нему, сказал, подошел. я певец и композитор, вы можете меня прослушать? Фамилия? Да, назвал Шацкий, улыбнулся, Градский. Вот такая была встреча. То есть Шацкий, Градский. Да. Может быть, это и подкупило его. Ну ладно, там, что там, ладно, зайдешь, все, он сказал. Хорошо, я пришел туда, вот как сейчас помню. А зайдешь в гостиницу? Да, он сказал, номер какой, все. Номер даже? Да, после обеда, хорошо, все. Я пришел к нему, как сейчас помню. Он лежит на кровати, такие длинные волосы, все. Он, бери гитарку. Я взял его гитару и стал петь свои песни. Он внимательно слушал. Потом меня остановил, сказал, вот эту вот ноту, вот этот момент я бы спел так. И я просрел, я понял. Понимаешь? Мне было достаточно 3 ноты, чтобы я понял, как надо раскрывать себя, как надо петь баллады, как надо уходить с верхов на низа, как работать с публикой, как ее подтягивать, чтобы пошла слеза. Вот все понял, потому что, да, фестиваль хорошо, дипломы прекрасно, мое выступление, все, но я не понимал. И тут мэтр, когда мне все это сказал, выложил, и еще спел, показал. Все, я 3 дня не выходил из дома, забросил университет и был в шоке. Нежный запах тубероз навевает сладость грез, и всему невольно веришь, ах, невозвратно. В небе звездная пыльца, обещанием нет конца. Из неправды в правду дверь не отыскана. Он не сказал так, консультация произведена, шляй. Нет. Вот это была первая встреча. Потом через лет, он опять 10 лет пришел, вторая встреча. И он вспомнит? Да, очень хорошо, да. И опять Шацкий, Градский. Да. И проходи. Да. И третья встреча была уже в Аксионе. Вот. Опять Шацкий, да, Градский, да, это было проходи. Буквально уже 5 лет назад. Опять мы с ним встречались. И я сказал, господин Градский, но он улыбнулся, да просто Саша. Я говорю, я возвращаю вам то, что вы мне дали, бриллиант. То, что вы меня научили, я вам возвращаю. Что, как возвращаешься? Ну, это мой труд. Он взял, посмотрел, открыл. А как ты дошел до этого? Что за песня? Да, вот это. И он взял, поблагодарил, и это взял. И когда я уходил, я спел 3 ноты Градского. Но быть таким, какой ты есть, в этом музыка и честь. Ну ладно, иди. Ну нотки-то были. О славе музыкальной мы слышали, о пижонском прикиде мы слышали, а вот здесь на диске написано Внешторгбанк. Виктор Александрович, о Внешторгбанке пару ласковых, пожалуйста. Без рекламы. Что за судьбоносный такой сейф произошел? Ну, у меня же юридическое образование. Это так. Раз. Второе. Там работал бухгалтер Игорь Геннадьевич Абашкин. Хоккеист. Да, вы же знаете прекрасно. Потрясающий бухгалтер. Потрясающий человек. Да, он просто меня пригласил, все. Пригласил, чтобы я был рядом с ним. Вы что, с ним портвейн пили? Меня же он не приглашал. Не, но он же футболист, и мы же работали на мотозаводе. Хоккеист? Да, хоккеист. И он же еще работал на мотозаводе. Мы же, я же тоже общались? Да, на мотозаводе тоже работал. Ну, сложилось так, что я с ним вместе. И когда мы работали с Осколковым, тоже Осколков, Игорь Геннадьевич, я. Так, это вместе, поподробнее обсудим вместе. С Осколковым. Ну, он был коммерческий директор. Фирма называлась Аратон. Да. И я в Аратоне сидел в приемной и ждал, когда Шацкий выйдет от Осколкова. Шацкий выходил и говорил: уф! Деньги пилили. Нет. И я черной завистью смотрел, как в Аратоне пилили деньги. Я к этому никакого отношения не имел. Я занимался строительством, занимался таким бытом. Уже строительством? Да, бытом занимался.
Вот. И меня Игорь пригласил. Все, я как бы... Не сразу же я попал во Внешторгбанк. То есть была как бы фирма, в которой я работал. Потом уже с этой фирмы я переводом перешел во Внешторгбанк. А где-то в Ушконе проносятся рядом. Ну что загрустили мои юный Карден, а в комнатах наших сидят комиссары и девочек наших ведут в кабинет. А в комнатах наших сидят комиссары и девочек наших ведут в кабинет. А как стал чемпионом Внешторгбанка России по метанию дротиков? Ну, он же продвинутый, и у нас были же спартакиады, и в течение как бы вот всей нашей работы, это было более 8 лет. Я ездил на эти фестивали. 8 лет? Да, написал гимн, посвященный вот всему этому, как бы. Идут люди. Заплатили? Нет. По бороде. Ай да банкиры. Сэкономили на Шацком. Ну, не важно, но много поменялось. Видите, Внешторгбанк поменялся. Видите, какой душевный человек. Можете заказывать, он просто так все. Да, а Калашников тоже просто так, все от души. И ведь под эту музыку фильм сняли, Первый канал, показывали, как Ельцин выходил и вручал награды Калашникову под мою песню. Под мою песню. Она звучала, выходил Ельцин, вручал. Заплатили? Нет. За фонограмму? Нет. Нет, Ну, что такое? Заплатили. А так молодежь у меня спрашивает, сколько забашляешь за интервью? Я сразу говорю, нет. Нет, я воспитан комсомолом. В старых добрых традициях. В партии. Да, я вот такой. Я пишу для народа. Я знаю, что многое, что вода унесет, но песни, произведения останутся. Тем более я могу сказать, что все это находится в архиве Удмуртии. Ой, товарищи, держите вы меня, и я от радости займусь, как от огня, да не осиной в чужом бору, а соломой да на ветру. Эх, загулял, мальчонка да парень молодой, до красной рубашоночки, хорошенькой такой. А Виктор, а давай забьем стрелку, когда будет авторский вечер в нашем клубе Виктора Шацкого? Чтобы зрители слышали. Ну, я думаю, что это ближе к сентябрю, наверное, так, чтобы люди приехали с отдыха откуда-то. Ну, вот сентябрь, октябрь я готов. Подготовимся? Да. Да, но сейчас уже сам Бог виноват. Потому что вы же заинтересовали меня, и я заинтересовал вас. А какие, кроме музыки, хобби, увлечения? Вы знаете, в 50 лет, вот смотрите, я решил поменять жизнь полностью. Александр. Понятно. Объясняю, что это такое, как это поменять себя. То есть я понял, что я живу неправильно, я живу как все, неправильно, как все. Мы же живем как все, подражаем друг другу. Я стал очень много читать именно медицинской литературы, очень много стал слушать с уклоном на медицину. Потом, тем более, все мои друзья, это тоже все медики, я очень много слушал и так далее. И сейчас же и появился же интернет, все, доступ ко всему. Ты можешь быть музыкантом, кочегаром, певцом, да просто каким-то столером, но ты, если будешь читать, ты много поймешь. Тебе же врачи преподают, и ты запоминаешь это, что-то выписываешь и так далее. И потом стал на себе проводить все эксперименты. Вот суть какая. Но еще, когда я работал в Аратоне, я еще ездил в Китай. Аратон это в 90-е годы была очень популярная, очень значимая такая и успешная фирма. Да. И я ездил на переговоры туда, в Сиань, в Китай. Там я познакомился меня интересовало тоже направление медицины, там познакомился с профессором, и очень многое узнал об этом, очень много узнал. Сейчас есть литература, можно все что угодно заказать.
И из Китая я привез здоровье. То есть в чем оно заключается? Я стал пробивать организм весь свой. Это каждый день я делаю. Да. Палочками китайскими. Ну, пробивай барабанными палочками. Если этого нет, то просто кулаком. Ну, просто вот смотрите, вот притягиваешь руку, вот берешь правую, и ты пробиваешь. Ну, задача пробивки, ну так, 30-40 раз. Со всех сторон. Первая сторона, вторая, третья, четвертая. Потом переходим на гортань, голову 30 раз. Потом грудь, опускаемся в нос, ну, в смысле, вот опускаемся в ноги. То есть задача такая, чтобы весь организм был пробит. То есть профессор объяснил очень просто. Циркуляция крови, приход крови к сердцу. Идет процесс омоложения. Почему я такой молодой? Так я занимаюсь этим. Молодец. Тогда о плохом. И вас всех прошу, делайте все, делайте с собой, ставьте на себе любые какие-то эксперименты. Ну и, конечно, для меня просто, как бы хирург, профессор, энтузиаст, это Немувакин, конечно, гений, которого я до сих пор люблю, изучаю и тоже занимаюсь по Немувакину. А для мозга и для души это естественно, Савельев, Татьяна Черниговская. Сергей Савельев. Да, Татьяна Черниговская. Плюс Жак Фреске, ну просто обожаемый. Всем советую Жак Фреске. Ну и школа, конечно, очень великих людей. Ты помнишь, я садил сады, где синева и блеск воды, а на корню сгнил синий лес. На свете нет былых чудес, и ноша нелегка. Нежный запах тубероз навевает сладость грез, и всему невольно веришь, ах, невозвратно. Но это все интеллигентные темы такие, рассчитанные на интеллектуальный да, труд. но они связаны и с мозгом, и со здоровьем. А приземленный вопрос. Да. Материшься по жизни часто? Ну, как таковой, ну, как бы сказать, это... Ну, наступили на ногу в трамвае. Нет, я, понимаете, очень многие обо мне, как бы вот мои друзья, близкие, родные говорят, что я не человек конфликта, я стараюсь находить вот именно острые углы обрезать, то есть дипломатично, любой вопрос. У меня нет врагов. Как? Нет? А плюнуть кому-то? Нет. Нет. Да? Да. Ну вот видите, Виктор Шацкий, человек уникум. Да нет, я себя таким сделал, Саша, я себя таким сделал. Я поменял себя на 180 градусов и продолжаю все это делать. И обливание холодной водой, это же январский. Система Иванова? Да, система Иванова, но направление январского я с ними. Потом направление вот китайское, тоже с ним. Как бы. Питание тоже очень важно. Для нашего возраста, Саша, это очень важно. Помню, приехал я на стадион, а там Шацкий нарезает круги. О! 10-й круг по биатлону. Я говорю, Витя, да, с твоим здоровьем, он говорит, какие дела-то, да. Я еще столько же могу. Ну и велосипед, плавание и так далее, посещение всех. Вот видите, как интересно живет человек, насколько он разнообразный, разноплановый. Саша, это все и придумал я сам себе. Люди тоже это могут все делать, но это надо только делать, стать с дивана. А пивас? Ну, очень редко. Я как бы, вот вообще как бы... Сигаретку на диване с пивасом. Я понимаю, вот как-то какой-то внутренний голос, Саша знает, что вот пусть любое мероприятие, где я присутствую, но люди продолжают до 11 ночи, 12 час. Я всегда... Нет, Саша, там до 4 утра. Вот, до 4 утра. Но где-то 9:30, в 10 меня уже нет. Это чисто английский стиль. Да. Где я только не был, чего не переведал, березовую кашу, крапиву лебеду, только вот на небе я ни разу не обедал. Господи, прости меня, я жив, я подожду. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а что
засада на меня. Гуляй, солдатик, ищи ответу.